Однажды, ясным солнечным днем, когда все были заняты своими делами, кто в поле работал, кто за скотиной смотрел, кто в школе учился, как обычно скучал один лишь Болгомбай. Был у него мешочек полный монет, и решил он над кем-нибудь снова подшутить, насмехнуться. Злые у Болгомбая были шутки, нехорошие, но никто с ним ничего поделать не мог, неисправимый он был. Ну где же все? Мне же скучно. Ай-яй-яй. А они все работают. Хоть кто бы по улице прошел. Вон же Джаркна идет. Сейчас повеселюсь. Вот так вот. Ах, как много молока у моих коров после пастбища. Сейчас отнесу его на базар, продам. На эти деньги всего накуплю. Еще и детворе на сладости хватит. Вот праздник будет. Ой, вот только бы не разлить. Ой, кто-то деньги потерял. Наверное, тоже на базар шел. Отнесу, там и спрошу. Вот умора будет. Вот тебе. Ой, все разлилось. Ни молока, ни денег теперь не будет. Что же ты наделал? Ой, Джаркна, я же только что сюда подошел. На базар вот иду. Ай, Болгомбай, что же ты натворил? Ой, Джаркна, лишь бы на кого-то свалить вину. Сама разлила молоко, а других обвиняешь. Как тебе не стыдно? Совесть у тебя есть? Болгомбай, негодник, ты специально подложил этот мешочек. Все. Некогда мне. Не мешай. Мне на базар срочно нужно. Кумыс сам себя не выпьет. Ну как же? Ну как же? И ведь детворе уже пообещала сладости, и еды дома почти не осталось. Что, голодать теперь придется, что ли? Что же делать? Ой! Здравствуйте, Джаркнаизе! Что с вами произошло? Не заболели ли? Ох, Апенди, здравствуй. Нет, не заболела я. А что же вы плачете? Да снова этот Болгомбай. Я из-за него все молоко разлила, которое на продажу на базар несла. Ох уж этот Болгомбай. Слышал про его проделки. Ну, не переживайте, Джаркнаизе. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Ну как же не переживать? Хотела еды на деньги от продажи купить и детвору сладостями побаловать. Теперь нам всем голодными сидеть придется. Ой, Джаркнаизе, не волнуйтесь. Заплатит скоро Болгомбай за эту проделку сполна. Полностью рассчитается с вами. Да еще в придачу подарок даст. И за что же он заплатит? Молока-то уже нет. Все в землю впиталось. Вот никакое права на него нет. И ведь вот так он над всем селом издевается. И когда он заплатит? Базарный день теперь только через неделю. Заплатит скоро. Сегодня заплатит. Успеете еще и на базар сходить. Клянусь, или я не Апенди. Ты же не шутишь над бедной женщиной? Нет, не шучу. Есть у меня одна мысль. Ага, подойдите ближе. Только никому ничего не говорите, ладно? Ладно. У вас есть старый чапан и колпак? Да, есть. Ага, тогда по пути расскажу. Пошли. Хорошо, идемте. Осторожно. Ой, сейчас идемте. Ага, идемте. Характер у Апенди был хороший. Он был добродушным, отзывчивым. Если видел, как кто-то сильно обижает слабого, беззащитного, не мог равнодушно пройти мимо. Очень не понравилась ему эта шалость.
решил Апенди отплатить Болгомбаю той же монетой. Рассказал Апенди свой секретный план Джарканай. А какой? Давайте смотреть дальше. Тем временем вернулся с базара Болгомбай домой и снова заскучал. Высунулся в окно в поисках, над кем же еще подшутить. О, кумыс, конечно, хороший был, но теперь-то снова делать нечего. Скукота. Так, что мне теперь делать? Ну-ка посмотрю. Над кем бы еще мне поиздеваться? Ага, Болгомбай, вдоволь напился кумыса. Вот сейчас я тебе не заскучаешь. О, Аллах! О, Аллах! Пошли мне ровно 100 золотых. Если дашь 99 или даже 101 золотой, то не возьму я ничего у тебя. О, Аллах, пошли мне 100 золотых. О, Аллах, пошли мне 100 золотых. 100 золотых. Ну-ка проверю-ка я, правду ли говорит этот нищий. Положу я в свой мешочек 99 золотых и посмотрю на него. Как он не Мне возьмет? 100 золотых. Вот умор. О, Аллах, дай мне 100 золотых. О, Аллах. Ой, вот и 100 золотых монет для меня. О, Всевышний, спасибо тебе. Сейчас подсчитаю. Она. Раз, два, три, 4, 96, 97, 98, 99. 99? Да, богатый шелковый мешочек наверняка. Он стоит 1 золотой. Значит, Аллах послал мне ровно 100 золотых. Вот так повезло. Ну тогда пошел я отсюда. Эй! Эй, нищий! Эй, ты куда? Постой! Постой! Постой, говорю! Постой! А что вам нужно, добрый человек? Смотри, ты же просил у Аллаха ровно 100 золотых. А о чем вы говорите? Не понимаю я. Нет, ты же сказал, что меньше 100 золотых не возьмешь. Это мое дело. Сколько у кого и что я беру. Не лезьте, куда вас не просят, пожалуйста. Эй! Это не Аллах, это я решил тебя проверить, говоришь правду или нет. Вот и подбросил тебе этот мешочек, в который положил 99 золотых. Я, понимаешь, я положил. Уважаемый, разве я у вас просил, а? Я получил их от Аллаха. Не загораживайте мне путь, а то сейчас на вас ему пожалуюсь. И что? Неужели ты так и не отдашь мои деньги? Да, именно. Потому что не ваши это деньги, это мои деньги. Ну как же не мои? Тогда откуда я знаю, что в мешочке 99 золотых? Отдай сюда. Подожди, не подходи. Ой, какой хитрец. А может, вы подслушали, когда я считал? Может, вы нажиться на мне хотите, а? Ой, ну что ж ты такой упрямый, неуступчивый? Хорошо, тогда пойдем к Колысата. Пусть он и рассудит, чьи это деньги. Какому Колысата? Колысата, который на другом конце села живет. Нет. Не пойду к такому уважаемому человеку в таком. Нет. Эй, почему же не пойдешь? Ага, боишься, что он тебя на чистую воду выведет? Ну, смотрите, у меня старый и рваный чапан, колпак весь дырявый. Подумайте сами, как я предстану перед Колысата в таком виде? Нет. Так только в этом дело. Ну тогда надень мой чапан и теветей, а я надену твои. А это другое дело. Пошли, идем сюда. Шевелись быстрее. Иду, не торопите. Да, хороший чапан. Как раз в пору мне подошел. Да и теветей какой красивый. Теветей мне подходит? Да, подходит. Ну и что же ты стоишь? Нам же надо идти к Колысата. Ну как же я пойду пешком до дома Колысата? Нет, не пойду, нет. Что не можешь шагать? Ой, вот так? Сперва правой, потом левой. Правой, левой. У меня же ноги болят. А Колысата, вы говорите, на другом конце села живет. Нет, не пойду я туда пешком, не. Так, в моем сарае стоит ишак. Садись на него и поехали. Другое дело. Так бы и давно и сказали. Давай, пошли скорее.
Сел Апенди на Ишака и отправились спорщики к Колысоте. А там уже возмущенный Балганбай поведал свою историю. Он ходил, напевал, что возьмет только 100 золотых и ни монетой меньше. А я решил подшутить, проверить его и подбросил мешочек, в котором было не 100, а 99 золотых. Ну что, Апенди, что вы скажете теперь? Так это тот самый Апенди. Болгонбай, не мешайте. Мне надо его выслушать. Говори. Уважаемый Колысота, не верьте вы словам этого оборванца. Он вам все, что хочешь, наговорит. И почему же я должен не верить ему? Так он же всегда говорит неправду. Эй, да как ты смеешь? Тише, тише. Тише, Болгонбай. Апенди, можете пример привести, какую неправду он может сказать? Конечно, могу. Например, Колысота. Он может сейчас сказать, что и чапан, который на мне, это его чапан. Да, конечно, это мой чапан. И тебе ты тоже мой. Болгонбай, ну-ка перестань. А теперь скажет, что и Ишак, на котором я приехал к вам, тоже его. Да, и Ишак тоже мой. Эй, а ну успокойся. Ты что, Болгонбай, считаешь меня глупцом? Нет, конечно, вы мудрый, Колысота. Болгонбай, все ты лжешь, Болгонбай. Будто выбросил на улицу 99 золотых, и будто у Апенди твой чапан, твой Тевитей, и он на твоем Ишаке приехал. Ты, наверное, хочешь посмеяться надо мной? Нет, ну что вы, Колысота. Не смог убедить ты меня, Болгонбай. Не смог. В наказание я Ишака, на котором приехал, ему и отдаю. Апенди, забирай Ишака и поезжай с миром. Спасибо вам. До свидания. А ты пойдешь пешком. Бросай свою привычку обманывать. Иди. Понял Болгонбай, что снова сам себя обманул. Недовольный и расстроенный побрел восвояси. Посмотрел ему вслед Колысота и с жалостью произнес. Ой, Болгонбай, Болгонбай. А Апенди, довольный, что удалось проучить хитреца Болгонбая, отправился к Джарканай поделиться радостной вестью. Он так спешил, что и не заметил, как быстро оказался у дома Джарканай. И, конечно, как обещал, пришел он не с пустыми руками. О, Джарканайте! Живы, здоровы? Ой, Апенди, заходи. Вот, Джарканайте, как и обещал, это оплата Болгонбая за пролитое молоко. А этот ишачок в подарок, как извинение. Просит прощения у вас. Ого, и это все мне? Да, вам. Вот, спасибо. Ой, не за что. Так я и на базар успею. Я же говорил, что на базар сегодня успеете. На этом ишаке быстро доедете. Счастливого пути. Вот, спасибо, дорогой. Ой, не за что. Вот так Апенди и проучил незадачливого Болгонбая, который хотел жестоко подшутить над Джарканай. Недаром в народе говорят: доброму добро, а худому пополам ребро. Поэтому, дорогие ребята, будьте всегда добры.